Пожалуйста, ваша очередь. Да, Ермек Бедельбаевич, вот много говорится про неблагоприятную экологическую ситуацию, да, в регионе. Сегодня вы говорили, не считаете ли вы, что вот пришла пора, что жителям Усть-Кумена назначить компенсационные выплаты, которые бы покрывали их расходы, связанные с заболеваниями верхних дыхательных путей? Потому что в конце ноября, это вот на всю республику было объявление, что жителям целого города рекомендовали оставаться по домам. Это как бы не конституционно, во-первых, а во-вторых, не только взрослые, но и дети, многие жаловались и обращались в медучреждения с жалобами на кашель и в целом плохое самочувствие. Вот. Как вы считаете? Насчет конституционности и неконституционности, сразу хочу сказать, рекомендация от государственных органов – это нормально. Если бы мы запретили бы выходить из дома, то это уже другой вопрос. Конечно, это неконституционно. Запрета не было. Поэтому считаю, что вопроса о конституционности или нет, в данном случае нет такого вопроса. Что касается компенсационных выплат, я сейчас вам не могу ответить. Я думаю, что в данном случае сенатор Булавкин на этот вопрос вынесла, что необходимо создать соответствующую комиссию. Ну и то, что я говорил, я думаю, наше вот это общественное движение, которое есть, которое вот буквально недавно госпожа Березинская организовала, они продолжат работу в этом направлении. Если такое решение будет принято, то, естественно, выплаты будут производиться. Если нет, то нет. В целом, то есть, если вы посмотрите загрязнение воздушного бассейна и в Астане, и в Алма-Ате, и в Усть-Каменогорске, в частности, вчера про Бишкек говорили, буквально несколько дней назад про другие города. Опыт других городов тоже нужно будет изучить, посмотреть, какие там принимаются решения. Для этого нужно как можно больше данных. Поэтому я и сказал о том, что нам необходимо установить соответствующую аппаратуру, датчики, собрать как можно больше информации. И если, например, выяснится, что предприятия какие-то нарушают, то заставить их соблюдать нормы экологического законодательства. Деньги на эти цели мы, как я ответил, на 30% на будущий год увеличиваем финансирование. И, естественно, пересмотрим те штрафы, которые мы получаем от предприятий, чтобы они шли строго в направлении, то есть, работы по улучшению экологической ситуации региона. Относительно по того, поводу что, изучения опыта, насчет... ваш коллега из Туркестанской области, он заявил, что вот город Кентау, он объявлен зоной экологического бедствия, и там жителям будут экологические доплаты. Что касается Усть-Каменогорска, проблема действительно, она была и до вас, и при вас, и при этом жители страдают, и конкретно, как будет улучшаться жизнь отдельно взятого жителя Усть-Камена? Я ответил на этот вопрос в ходе неоднократно этой беседы. Может, вы подключились чуть позже, Жанна, может, какие-то дела были. Предлагаю вам все-таки посмотреть. Я все сказал по данному. Да нет, мы с самого начала слышали ваш часовой доклад. Хорошо, мой второй вопрос касается вопроса перевода времени. Вот ранее министр торговли и интеграции Шакалиев, он заявлял и признавал, что все-таки Восточно-Казахстанская область, она немножко в другом часовом поясе. Мы знаем, что сейчас это множество есть видео, подтверждающих это, что в 3 часа дня уже темнота в Усть-Каменогорске, в Ридере и на Крайнем Востоке. Вот скажите, пожалуйста, ранее вы сказали, что вы лишь как исполнительная власть будете решения правительства исполнять. Вот вы не хотите поддержать все-таки своих жителей и помимо там перевода времени рабочего, да, все-таки нет, спикер сегодня в течение пресс-конференции сначала несколько раз озвучивал. Давай разъяснение. Уважаемая Маржан, можно вы не будете останавливать журналистов? Я не останавливаю. Точно так же, как и в течение часа вас не останавливаю, я не останавливали Акима. У меня вопрос другой. Я не услышала ответа от Акима на этот вопрос. Ответ вопрос был, я полностью сказал, почему передал. вы не настаиваете, не поддерживаете своих жителей на том, что все-таки восток страны... В чем должна выражаться поддержка? Поддержка в том, что вы признаете мнение граждан, что сейчас очень темно, и поэтому нельзя было переводить именно на Востоке время. Я четко ответил на этот вопрос, что мнение граждан было передано, собрано, соответственно, передано в соответствующее министерство и доведено до
тех людей, которые отвечали в этом министерстве по данному проекту. Я все передал туда. Что вы хотели Какое еще вы услышать? мнение Если передали? я являюсь... Потому что нам министр Шакалиев заявлял, что якобы жители Востока все согласны. Но Спросите теперь у мы министра видим по тогда реакции в Шакалиева социальных данный сетях вопрос еще жителей. раз. Но вот мы хотим услышать, что вы передали в министерство. Какие данные вы передали, как глава региона? Опасения жителей, те, которые выражали, что они не успевают что-то сделать, жители, которые говорили, что они будут забирать детей поздно с работы, жители, которые говорили, что у них, возможно, ухудшится состояние здоровья. Все это было собрано, вся информация с соцсетей также была бы передана. Достаточно? Весь спектр информации, То есть, который несмотря на все был эти передан. опасения, министерство все-таки приняло решение, что на Востоке Это у дождь министерства всё перевели, спросите. правильно? У Женя, я министерства. думаю, неправильно, что спикер У будет... министерства спросите. Вопрос не ко мне. Я